Уроки 19-20. Лев Кассиль. Ход белой королевы. Известный детский писатель Лев Абрамович Кассиль родился под Саратовом в семье врача и учительницы музыки. Разносторонне одаренный человек, увлекавшийся музыкой и рисованием, архитектурой и кораблестроением, поступивший в 1923 году на физико-математический факультет МГУ, Кассиль пришел в литературу не сразу. Сначала он работал в газете, писал репортажи, очерки. Потом, под влиянием Маяковского, с которым Лев Кассиль познакомился в 1928 году, начал писать всерьез. Во время Великой Отечественной войны Кассиль был корреспондентом на Северном флоте. До конца жизни продолжал в качестве корреспондента колесить по стране и по миру. Ездил на Олимпийские игры в Италию, Японию и записывал все интересное. Лев Кассиль – один из родоначальников спортивного романа. Хорошо известны его романы «Вратарь республики», «Ход белой королевы», «Чаша гладиатора», повести «Кондуит», «Швамбрания», объединенные в одну книгу, «Черемыш, брат героя», «Дорогие мои мальчишки», «Улица младшего сына», «Будьте готовы, ваше высочество», многочисленные рассказы. В основном это книги для детей. Его герои не просто спортсмены-футболисты, лыжники, борцы, а прежде всего незаурядные, сильные личности, которым приходится не только устанавливать спортивные рекорды, но и преодолевать собственные амбиции, неуверенность, обиды. Упражнение 1. Каковы особенности романа и повести? Чем они отличаются? Составьте диаграмму Венна, сравнив и определив их общие и отличительные черты. Отличия. Повесть – это произведение, где событий обычно много, но все они связываются в одну сюжетную линию. А роман – это произведение со множеством действующих лиц, вокруг которых строится своя сюжетная линия. Следовательно, событий в романе великое множество. Сходство. Это жанр художественной литературы, прозаическое произведение. Упражнение 2. Ознакомьтесь с кратким содержанием первых 5 глав романа Кассиля «Ход белой королевы». Степан Михайлович Чудинов, несмотря на свою основную профессию архитектора, прославился как талантливый тренер по лыжному спорту. Однако непонимание со стороны лучшей ученицы и разногласия с Федерацией спорта, не желающей менять методику подготовки спортсменов, заставляют тренера уйти из спорта. Чудинов принимает предложение поработать на новостройке в далеком Зимогорске. В таежном краю судьба сводит его с местной жительницей Натальей Скуратовой, недавно пережившей поражение на всесоюзных соревнованиях. Он видит в девушке огромный талант и недостаток техники, что вновь пробуждает в нем страсть и тягу к тренировкам. Упражнение 3. Прочитайте 6 главу романа в сокращении. Диктор кончил читать сообщение, и наступила пауза. Чудинов ждал. Может быть, повторят? И действительно, после щелчка в репродукторе послышалось: «Внимание! Говорит Зимогорский радиоузел. Повторяем наше сообщение. В районе рудника и аэропорта пургой застигнут ребенок из интерната. На спасение заблудившегося мальчика вышли лыжники из города. В аэропорту организована лыжная поисковая партия. Приглашаются добровольцы-лыжники». У гостиницы ветер рвал пламя факелов, которые держали лыжники. «Есть лыжи свободные?» – спросил выбежавший из подъезда Чудинов. Маша Богданова, услышав его голос, одним толчком подъехала поближе, вгляделась, не веря своим глазам. Но все же в свете факелов узнала начальника. «Степан Михайлович, вы? Вам же трудно, вы же... Ну-ка, лыжню!» – крикнул он властным и звучным голосом. Все невольно попятились, отступая, и он унесся в метельную тень
сразу с места уверенно взяв сильный ход. Жутко было сейчас человеку в поле. Наташа упрямо пробивалась сквозь бушующую стену пурги. Наташа была опытной лыжницей. Через минуту она уже поднимала за плечи полузамерзшего, совсем ослабевшего мальчика. Полузамерзшая Наташа, прикрыв собой от ветра Сергунка, прикорнула на руках с ним за сугробом. Девушку и мальчика уже почти занесло снегом. Оба были неподвижны. Наташу вывело из беспамятства ощущение чего-то обжигающего во рту. Она судорожно закашлялась, отталкивая руку, которая вливала ей почти насильно в рот коньяк из фляжки. Ослепленная лучом фонарика, направленного ей прямо в лицо, она ничего не видела вокруг, но сквозь тугой поток ветра и снега до слуха ее пробились обращенные к ней слова. «Подняться в состоянии? Мальчика возьму сам. Обопритесь на меня. Тут рядом шалаш. Я вешку поставил». «Постойте, это кто?» Еле справляясь с окоченевшими губами, пыталась спросить Наташа. Голос из пурги и темноты отвечал быстро и кратко. Потом, молчите, дышите в шарф». Наташа почувствовала, как теплый вязаный шарф, закинутый за ее шею, ложится на лицо, прикрывая его от ветра. На мгновение она увидела в свете фонарика рукав клетчатой куртки. Блеснула на обшлаге выпуклая пуговица в форме маленького футбольного мяча. Кто-то подхватил Сергунка на руки и, оставаясь невидимым в темноте, помог подняться Наташе. Прикрывая обоих плечом, повел сквозь толщу рвущегося навстречу ветра к полуразрушенному охотничьему шалашу. Наташа и Сергунок были уже упрятаны в это шаткое, заваленное снаружи снегом убежище. Ближе всех к спасенным оказались Маша Богданова, расторопный дядя Федя и вездесущий Ремискин. Они ворвались в шалашик. Им пришлось брать неожиданное препятствие, нечто вроде снежного порога, наметенного у входа бураном. Но когда увесистый дядя Федя, замешкавшись, наступил на этот снеговой накат, раздался приглушенный стон. «Ой, ногу! С ноги сойдите!» И так отморозил. И в невыносимом для глаз сиянии прожекторов из-под свешейся соломы, укрытой снегом, задом к лучам, посылаемым прожекторами, выпал совершенно окоченевший дрыжик. Наташа глазам своим не верила. Как трагикомически кончался кошмар этого вечера. «Это вы нас сюда? А я уж думала, конец. Спасибо». Дональд Ремискин, оттирая других лыжников, лез к Наташе. «Все-таки нельзя ли точнее? Кто вас обнаружил первым? Вы сами сюда добрались или кто-то вас?» Он уже вытаскивал из куртки свой замусоленный блокнотик. «Кто? Мы портрет дадим на первой полосе. Ведь это какой же материал для газеты, соображаете?» Кто-то постучал ему легонько кулаком в плечо. Ремискин обернулся. За ним стоял на лыжах инженер Чудинов. Он глаз не сводил с лица Наташи, ярко освещенной теперь прожекторами. Упражнение 4. Опираясь на вопросы, проведите исследовательскую работу «Авторское отношение к героям романа». Какое сообщение услышал Стихан Михайлович Чудинов? Он услышал, что во время прогулки потерялся мальчик. Почему он попросил лыжи? Как этот эпизод раскрывает его характер? Чудинов хотел на лыжах отправиться на поиски мальчика. Значит, он смелый, решительный, властный. Почему Наташа одна поехала искать мальчика? Наташа была опытной лыжницей, хотела помочь мальчику. Что с ней случилось? Какой предстает перед нами Наташа? Она замерзла. Наташа предстает перед нами отверженной, смелой. Как вы считаете, кто спас Наташу из Сергунка? Найдите в тексте описание одной детали одежды, которая поможет нам найти правильный ответ. Наташу из Сергунка спас Чудинов.
Кто-то постучал ему легонько кулаком в плечо. Ремискин обернулся. За ним стоял на лыжах инженер Чудинов. А деталь одежды, которая нам поможет, она увидела в рукав клетчатой куртки. Как вы думаете, кто по профессии Дональд Ремискин? Как вы догадались? Дональд Ремискин – корреспондент, потому что он хотел взять интервью у героини. Как относится автор к своим героям? Подтвердите примерами из текста. Автор гордится своими героями. Через минуту она уже поднимала за плечи полузамерзшего, совсем ослабевшего мальчика. Упражнение 5. Составьте сюжетную линию прочитанной главы. Сообщение по Зимогорскому радиоузлу. Сбор лыжников у гостиницы. Чудинов просит свободные лыжи. Наташа пробивается сквозь пургу с мальчиком. Чудинов приходит на помощь. Наташу и Стригунка повели в шалаш. Кошмар закончился. Ремискин и Наташа. Чудинов не сводил с Наташей глаз.